Дальневосточная программа получения льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей набирает темпы. О том, как она будет реализовываться в Нерюнгринском районе, расскажет Александра Цыбикова. В законе учли случаи с одним родителем до 35 лет и ребенком до 18 лет. В таком случае семья считается неполной и также имеет право на льготную ипотеку. Обязательным условием является наличие прописки по месту жительства в одном из регионов Дальнего Востока хотя бы у одного члена семьи. По республике 2 банка уже выдают деньги по 2% и 4 банка находятся на рассмотрении. Отдельное внимание уделяют и застройщикам. Однако в Нерюнгринском районе данная программа еще не задействована. Причина в отсутствии новых многоквартирных строений. И собирая опрос, можно сделать вывод, что горожане в действительности заинтересованы. Знаем, да, что существует такая федеральная программа по развитию Дальнего Востока, но она дается только, насколько я знаю, под новостройки, под вторичку оно не дается. Нас бы, конечно, заинтересовало, но у нас уже есть ипотека, поэтому пока свою платим. Считаю, абсолютно правильный шаг для привлечения населения Дальнего Востока. Только я бы сделал не 2%, а 0%. Потому что 2% это дает какие-то моменты подумать, поразмышлять, а этим можно, этим нельзя. А 0 это и есть 0. Вот это было бы правильно. И говоря, более действенная мера. Предложение, да, я знаю, предложение как бы выгодное, но в этом есть и вторая сторона монеты. Как бы за счет этого, я насколько слышал, поднялись цены на новостройки в жилье. Об ипотеке я слышать не слышала, потому что у меня дети сами купили квартиру в ипотеку под 13,9%. Почему в данном случае не рассмотрен вторичный рынок жилья? Этот вопрос мы адресуем законодательному органу. А пока, согласно последним поправкам, направленным на внутриведомственное согласование, льготную ипотеку получат молодые семьи и участники программы «Дальневосточный гектар». Размер ипотечного кредитования составит до 6 миллионов рублей, предполагаемый срок выплаты до 20 лет. На сегодняшний день более 130 заявок от желающих получить ипотечный кредит находятся на рассмотрении в финансовых организациях страны. Александра Цыбикова, Захар Головин, Нерюнгри.